Приветствуем вас, Беслан Алексеевич. Здравствуйте. Как вам наверняка известно, министр иностранных дел Олег Барцыц на прошлой неделе посетил с рабочим, как это говорится на сайте ведомства, визитом Сирию. Да? Его там принимали, его коллега сирийский принимал. Как вам кажется, и там было вообще много встреч, много в программе, много чего, она довольно была интенсивной, но мне хотелось бы прежде всего, чтобы вы дали оценку тому, что значит этот визит и что он собой олицетворяет. Важность этого визита заключается в следующем. В Сирии, в Сирийской Арабской Республике произошла смена власти, смена политического режима. И много разговоров было, до сих пор есть, вообще как новая власть будет относиться к признанию Абхазии и Южной Осетии. Она будет продолжать политику свою по отношению к Абхазии и Южной как к суверенным странам, или будет какой-то пересмотр. Мы уже знаем, слышали, какая-то активная политика велась со стороны политического руководства Грузии, чтобы признание со стороны Сирии, Абхазии, Южной Осетии, как говорят, отозвать, или, может быть, вообще-то прерывать эти отношения, дипломатические отношения, потому что они считают, что это частью Грузии и так далее, и так далее. Такая спекуляция, такая политика ведется, это было видно. И вот такая демонстрация со стороны Абхазии, что министр иностранных дел поехал, его там приняли, это очень важно. Учитывая все-таки, что Абхазия не так уж широко признана в международных отношениях. И потому мы должны дорожить этим. Это первое. Второе. Если вдруг, много разговоров еще по поводу чего, а вдруг новая власть вообще пересмотрит отношение к Абхазии и Южной Осетии. Вы знаете, к этому тоже надо относиться спокойно, учитывая мир, как развивается, что происходит вообще в мире. Нам, конечно, хотелось расширить признание, но, знаете, если вдруг это произойдет, это не будет трагедией тоже, по одной простой причине. Потому что, я еще раз говорю, что Сирийская Арабская Республика находится в очень сложном отношении. Страна еще не собрана в межэтническом, межрелигиозном конфликте. Еще неизвестна судьба новой власти. Много игроков в Сирийской Арабской Республике. Там и Соединенные Штаты, там и Турция, связанная с курдами, там Иран, там и Россия. Понимаете, какая политика будет вестись по отношению к России, мы тоже не знаем. Там находится российская военная база. Они дают пока добро. Будут ли также развиваться отношения между Россией и Сирией? Это будет в пользу Абхазии и Южной Осетии в плане продолжительного такого признания Абхазии, или будет какой-то пересмотр. Понимаете, учитывая, что все-таки внутри Сирии находится до сих пор такая межполитическая борьба, межрелигиозная борьба, какой-то определенности пока нет. И учитывая все эти факторы, визит очень важен для нас. Все-таки какой-то разговор состоялся в плане судьбы Абхазии со стороны признания Абхазии и Южной Осетии. Какие-то разговоры были. Наверное, это не без согласования политического руководства Российской Федерации, МИД Российской Федерации. Я думаю, что это очень важный визит. Это не просто какой-то символ. Я еще раз повторяю, Абхазия заинтересована, чтобы на нас посмотрели, учитывая уже десятилетия, как суверенная страна существует. В этом заинтересована Россия в плане продвижения Абхазии в международных отношениях. И мне все-таки кажется, что мы получили оттуда какой-то позитивный знак, потому что, в принципе, если встреча на таком уровне состоялась между министрами, если потом там стали возможны встречи, там, например, с сирийской диаспорой нашей, да, потом приглашение было, чтобы приехал сюда, получается, и руководитель Сирийской Арабской Республики, и министр. То есть мне кажется, что это все-таки говорит о позитивных знаках оттуда, потому что было бы это все возможно, если бы они собирались, например, делать отзыв. Вы знаете, что касается отзыва, такого даже и нет отзыва. Да. Знаете, когда говорят отзывы и признание, это суверенное дело любой страны. Понимаете, нет такого права международного, где было зафиксировано, что страна должна признать суверенитет страны. И отзыв. Понимаете, это суверенное право любой страны. Если посчитать нужным, конъюнктурно, из конъюнктурного соображения политическое руководство Сирии посчитает нужным нынешнее руководство, она на это пойдет. Я еще раз говорю, внутри Сирия находится в очень тяжелом таком состоянии до сих пор. Я не думаю, что отношение к Абхазии и Южной Осетии является приоритетным. Но факт, что его приняли, нашего министра иностранных дел, принял министр иностранных дел Сирийской Арабской Республики, говорит о том, что такого резкого, такого движения, пересмотра я не ожидаю, во всяком случае. Я думаю, что какие-то разговоры пойдут в плане продолжения связи между Абхазией, Южной Осетией с этой Сирийской Арабской Республикой. Потому что, понимаете, внешнеполитическая направленность, такая твердая Сирийской Арабской Республики, это будет прозападная, проарабская, проиранская, пророссийская, такой нет. Учитывая внутри политическую борьбу, когда
мы узнаем какая-то определенность, да, вот пройдет некоторое время, может, какие-то разговоры пойдут уже более, вы знаете, какие-то разговоры ясные пойдут по отношению к Абхазии и Южной Осетии. Я не думаю, что в ближайший вот год какой-то пересмотр по отношению к Абхазии произойдет. Я не думаю, что это вообще в интересах Сирийской Арабской Республики, потому что обычно, когда политики приходят, такие вопросы решают очень скрупулезно, тщательно, учитывая все факторы, все, вот, которые могут повлиять на события. А каков тут фактор влияния диаспоры? Кстати, вот вообще наличие диаспоры, какие создают перспективы вот в этих межгосударственных отношениях? Я не думаю, что диаспора будет играть какую-то решающую роль. Вообще не только, кстати, в Сирийской Арабской Республике, Вы сейчас но Турцию, да, и в имеете в других виду? странах. Понимаете, внешняя политика таких стран, как Турция и Сирия, она почти не зависит от наличия диаспоры. Конечно, какое-то влияние оказывают и другие страны, например, в Иордании, например, и в других арабских странах, где черкесско-абхазская диаспора представлена. Конечно, учитывая население, всегда это стремит любой власти. Но если я скажу, что это какая-то определяющая, нет. Потому что вот то, что произошло, такая смена власти, режима политической власти и неопределенность, это борьба, которая ведется за власть, и не очень устойчивая власть до сих пор Сирийской Арабской Республики, говорит о том, что в ближайшие вот год-два вряд ли какие-то изменения произойдут во внешней политике по отношению к Абхазии и Южной Осетии. Поэтому, может быть, они сохранят эти положения, какие зафиксированы были прежней властью, и дальше уже будет видно. И вполне возможно, что активно будет проявлено со стороны Российской Федерации в плане продолжения этой политики. Понимаете, очень много неопределенности есть, вот, связано с этими вот отношениями с Россией, с Абхазией, Южной Осетией, и не будем забывать и Грузии тоже. Понимаете, конечно, говорю, власть политическая в Грузии будет стремиться, чтобы пересмотр все-таки произошел, да, и это будет считаться вот такой победой, что ли, внешней политики этой страны. Но я не думаю, что какие-то резкие движения, во всяком случае, со стороны Сирийской Республики я не вижу по отношению к Абхазии и Южной Осетии. Но более того, согласно нормам международного права, несмотря на то, что тема отзыва мусолится, единственное, что могут сделать, например, Сирия, это, например, прервать дипломатические отношения. Кстати, парадоксально то, что у Грузии и Сирии нет дипломатических отношений после того, как Сирия признала независимость Абхазии. Поэтому тут, в принципе, отзыв – это такая тема, которую, мне кажется, мусолят, но которая, в принципе, юридически не может состояться. Вы знаете, отзывы случались в международной практике. Были? Были. Например, вспоминаю, когда Китайская Республика, Тайвань заседала в Организации Объединенных Наций. Ее отозвали буквально, его вывели из организации и посадили в коммунистический Китай. Это 70-е годы прошлого века. Такие случаи были. Но я повторяю еще раз. Институт признания и отзыва, так как говорят, это суверенное право любой страны. Никаких предписаний в международном праве нет, что страна вот должна признать Косово, должны признать Турецкую Республику Кипр, должны признать Абхазию, Южную Осетию. Такой нет. Это подчеркивалось политическим руководством России. Это суверенное право России признать Абхазию и Южную Осетию, так же, как и Сирийской Арабской Республики. А будут ли эти пересмотры, какие-то радикальные изменения по отношению к Абхазии и Южной Осетии? Давайте будем честны. Я не думаю, что, знаете, вот Абхазия и Южная Осетия где-то, наверное, занимают где-то 10, 15, 20 место в внешней политике Сирии, учитывая, в какой ситуации она находится. Она еще не вышла из очень тяжелой гражданской войны. Если сохранится какая-то стабильность, будет установлена, будут и встречи, и какая-то определенность, мы узнаем, конечно. Ну и хотелось бы немножко поговорить о женевских дискуссиях. Очередной раунд был завершен в Женеве, и там никаких, конечно, существенных сдвигов, в принципе, я думаю, мало что предполагается, просто этот формат существует как тот, который должен быть, да, как такая площадка для встречи дискуссий, которые, конечно, сами по себе важны, но, как вам кажется, опять заговорили о том, что Женева перестала быть нейтральной. Вот есть ли понимание того, что будет нейтральным, какую другую площадку предлагают? Критика пошла по отношению к Швейцарии после украинского кризиса. Россия начала предъявлять претензии, что у Швейцарии не совсем нейтрально себя ведет. И отсюда вот все эти разговоры, чтобы этот формат вот перенести вот в другую страну, может быть, в Австрию, в Вену, может быть, и оставить, кстати. Вы знаете, когда говорят о площадках, особенно в Европе отмечают Швейцарию и Австрию, это всегда, когда куда-то переносится, это удар по репутации страны. Потому что, во-первых, и страна привлекательной становится в этом отношении и неплохо себя чувствуют эти страны, нейтральные так называемые, но не всегда нейтрально себя ведут, это надо признать, между прочим. Это касается Швейцарии тоже. Если вдруг открыто, враждебно будут относиться
швейцарское правительство по отношению к политике России в Украине, я вполне допускаю, что Россия будет настаивать, пересмотреть площадку, где будет эта встреча происходить. Но в последнее время немножко утихло. Знаете, сначала это были разговоры, что поменять место. Я думаю, что вот когда будет запланирована следующая встреча, да, вот формат, мы кое-что узнаем. Сохранится Женева как площадка для дискуссий или будет поменять место. Я думаю, что в мире найдется желающих принять эти страны и наши страны, чтобы, потому что, я еще раз говорю, это миротворческая деятельность любой страны, это всегда приветствуется. Это положительно влияет на внешнюю политику, на имидж страны. Но надо иметь в виду, что не только со стороны России, во многих отношениях Швейцария подвергается критике, учитывая, что она очень сомнительно становится ее нейтральный статус. Отсюда, вот, со стороны, я помню, Республики Сербской и других стран, между прочим. И потому, я думаю, что в ближайшее время покажет, как себя поведет эта страна. Ну а насчет судьбы женевских дискуссий, учитывая новое, скажем так, какие-то новшества в руководстве Грузии, думаете, может быть тут какие-то быть продвижения? Вы знаете, миссия Женевские дискуссии, чтобы сохранить мир на Южном Кавказе. Мы вспомним, вот политика, которая после кризиса 2008 года, так называемая операция по принуждению к миру, которая случилась. Да, это случилось, решили собрать какой-то формат, который сохранит мир на Южном Кавказе. Между прочим, Женевские дискуссии свою роль сыграли, это надо признать. Многие критикуют, но надо понимать, что, знаете, что из себя представляет этот формат. Там каких-то прорывных вещей по отношению к Абхазии не произойдет. Я имею в виду по отношению политика Грузии по отношению к Абхазии. Там в основном будут решаться вопросы, рассматриваться гуманитарные вопросы. Все-таки Грузия, Абхазия — две соседние страны, которые всегда будут находиться, и какие-то вопросы всегда возникают. Я думаю, что, учитывая мир между Абхазией и Грузией сохраняется, и в этом и роль этих женевских дискуссий. Я думаю, что Россия, да и Грузия, я думаю, будет заинтересована в продолжении этой политики. Понимаете, когда говорят о встрече таких, статусные вопросы редко когда решаются. Это вопрос большой политики, больших стран, лидеров прежде всего. А здесь вопросы уже решаются совсем не второстепенно, но затрагивающие гуманитарную сторону этих стран. Для Абхазии это очень важно. И поэтому я считаю, что это будет политика продолжена. А где это будет происходить, мы узнаем. Большое спасибо, что пришли и ответили на наши вопросы. Благодарю вас.